Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. От фонда к партии учредительный съезд партии Айнар. Живая рыба в пакете на центральном рынке начали реализацию чернореченской форели. Розовый сад в селе Дзюкта Сухумского района функционирует цветочный питомник. Вопросы деятельности посольства Абхазии в России, а также аспекты и перспективы развития абхазо-российских отношений обсуждались в ходе встречи президента Рауля Хаджимба с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации Игорем Ахба. Президент отметил высокую значимость работы в области скоординированной внешней политики Абхазии и России, важным звеном которой является посольство. Игорь Ахба ознакомил президента с планами работы посольства на 4-й квартал текущего года. Абхазская делегация во главе с вице-президентом Виталием Габне находилась визитом в Приднестровской Молдавской Республике и приняла участие в торжествах по случаю 25-летия со дня образования ПМР. В рамках визита абхазская делегация провела в Приднестровье ряд встреч. Торжества, посвященные 25-летию независимости Приднестровской Молдавской Республики, начались с возложения цветов к памятнику погибшим защитникам республики. Венок от имени президента нашей страны возложила и абхазская делегация. В ее составе вице-президент Виталий Габня, советник президента Владимир Зантари, исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия, председатель правления Амрабанк Михаил Чалмаз. Делегация Республики Абхазия во главе с вице-президентом Республики Абхазия Виталием Викторовичем Габне. На главной площади Тирасполя прошел военный парад, посвященный Дню образования Приднестровской Молдавской Республики. Ветераны-резервисты, прошедшие полгода страшной войны, и вооруженные силы республики прошли безупречным строем, демонстрируя, что пройдены самые сложные годы становления армии Приднестровья, и теперь ведется плановая работа по совершенствованию оборонительной системы. Возглавляет парадный расчет кавалер ордена за службу Родине 3-й степени подполковник Руслан Паулеско. Знамя части несет майор Андрей Бондарь. В парадном строю награжденные медалями за боевые заслуги подполковник Андрей Малюкин. По площади Суворова проходит колонна бронетранспортеров. Они способны преодолевать любые водные преграды. В Тирасполе во Дворце Республики прошло торжественное заседание. Сюда пришли главы и представители официальных делегаций, принимавшие участие в торжествах. Вице-президент Виталий Габня зачитал поздравительное послание от имени президента Абхазии. Направляю искренние поздравления по случаю 25-летия со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. 25-летний период, прошедший с того исторического дня, это жизнь целого поколения. Это героическая эпоха борьбы и созидания, время тяжелых потерь и выдающихся побед. Отмечая очередную годовщину образования Приднестровской Молдавской Республики, можно с уверенностью сказать, что сегодня Приднестровское государство уверенно идет к намеченной цели. Отрадно отметить, что между Абхазией и Приднестровьем по восходящей развиваются многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурной гуманитарных областях. Уверен, наше конструктивное партнерство будет и впредь служить делу укрепления связи между нашими народами. Виталий Габня добавил, что в Абхазии помнят и чтят имена добровольцев, сложивших головы за свободу нашей страны. Мне выпала честь поздравить вас от имени народа Абхазии, ваш юбилейный 25-й год, где выросло целое поколение свободных людей. И эти процессы, друзья, уже вспять вернуть никто не сможет. Нам важно, чтобы вы знали, что мы помним и чтим имена тех ребят,
из Приднестровья, которые сложили голову в Абхазии. И знайте, что в трудные времена, в минуту опасности, мы будем рядом с вами и вместе с вами, а не только душой. Вы являетесь духовным народом, и нет внешних врагов, которые вас могут одолеть при тех друзьях, которые с вами стоят. Единственная ваша опасность в отсутствии внутренней консолидации, чего я вам, друзья, и желаю. За время своего визита абхазская делегация провела ряд встреч. Посетила промышленное предприятие Тирасполя, музей бендерской трагедии и военно-исторический мемориальный комплекс в Бендерах. Амрай Меджба, абхазское телевидение. В Абхазии появилась еще одна политическая партия. Фонд экспертного содействия «Айнар» преобразован в политическую партию. Вместе с этим фондом не прекратит своего существования. Обе структуры будут работать и взаимодействовать. В столице состоялся съезд членов фонда «Айнар», на котором и было принято решение о создании партии. Репортаж Налы Мукба. Круг политических партий Абхазии расширился. Фонд экспертного содействия «Айнар», созданный 5 лет назад, преобразован в политическую партию с тем же названием. Постоянными и активными членами организации являются более 150 человек. Но, по словам представителей «Айнар», с каждым годом увеличивается количество людей, разделяющих их взгляды. Костяк структуры – молодые люди. Прежде всего, фонд экспертного содействия «Айнар» была и остается, и будет площадкой для молодых интеллектуалов. Это основной костяк нашей организации. Собственно, их силами сегодня мы изъявили желание перейти на некую более серьезную ступень. Мы создаем политическую партию. Мы не говорим о том, что мы завтра обещаем каких-то изменений, но мы будем бороться и будем делать все для того, чтобы достичь своих целей. А наши цели – это прежде всего созидание абхазского народа. Фонд «Айнар» всегда считал чуждой для Абхазии форму партийности, но это, по мнению его представителей, единственный способ влиять на процессы внутри государства. Главной своей целью вновь созданная политическая партия считает консолидацию общества и строительство сильного и здорового государства. В основе идеологии должен лежать кодекс Апсуара, и только после этого можно говорить о реформах системы госуправления и экономики. В любом случае нужен будет так называемый актив, или, как мы называем, совет партии, который будет более широким и будет включать в себя обязательно представителей старшего поколения. То есть те люди, на которых мы очень рассчитываем, те люди, которые всегда смогут нам помочь советом, стать рядом, к кому мы можем обратиться за какой-либо помощью. Параллельно с новой партией продолжит свою работу и фонд «Айнар». На съезде было принято решение об утверждении состава партии и политсовета, руководителем которого избран Тенгиз Джопуа. Мы будем готовиться к парламентским выборам. В 2017 году мы будем участвовать в выборах местных органов власти. То есть мы будем участвовать в политической жизни этой страны уже более активно, в новом качестве. Фонд тоже остается, фонд будет работать отдельно. Фонд экспертного содействия наполнен молодым, достаточно серьезным уже интеллектуальным потенциалом. Он, я думаю, что продолжит ту деятельность, которой до этого занимались уже мы. В ближайшее время партия пройдет юридическую регистрацию и официально займет свое место среди других политических организаций Абхазии. Нала Мукба, Аслан Адзенба, Абхазское телевидение. Розовый сад в селе Дзюкта, более 50 корней душистых цветов, произрастает в недавно заложенном центре декоративных культур. В нем побывал премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Распустившиеся бутоны благоухают на всю округу. Красотой цветов любовалась Асида Малия. В моих руках розы разных сортов. Это Анна, Вирджиния, Гран-при. Здесь еще несколько десятков таких сортов, особо пахнущих, душистых, невероятного аромата. Таких благоухающих роз еще несколько тысяч корней. Частное хозяйство, питомник по разведению цветов работает не так давно. Эти бутоны – результат первой вегетации. Если не полюбишь цветок, никогда не вырастешь. А как можно их не любить? Саженцы роз привезены из Армении. Субтропический климат в Абхазии самый лучший для цветов. Сегодня в нашей стране цветы практически не выращивают. Чего не сказать об Абхазии времен Советского Союза. Это отметил и премьер-министр Артур Миквабия. Вместе с учредителями он осмотрел питомник, заложенный год назад. Кстати, они возрождают
У нас были большие, в смысле, где выращивались цветы, гвоздика выращивалась, рассматривать ее с точки зрения бизнеса интересно, потому что дает дополнительные средства, рабочие места. Я им посоветовал сотрудничать с ботаническим нашим садом, с НИИ, который сельского хозяйства, что у нас есть, они им помогут. По словам технологов, в настоящее время осуществляется обрезка цветов. Это позволит лучшей вегетации и росту растения. Первая наша посадка. Да. Я думаю, что она в течение 3-4 месяцев уже до метра рост дойдет ее. Уже начинает. Это же маленькие детки еще, должна окрепнуть. А потом в течение 5 лет она будет давать урожай. Цветы относятся к сорту голландские, чайно-гибридных. Прелесть. Именно такие сорта мало подвержены разного рода заболеваниям, но, несмотря на неприхотливость, они требуют правильного ухода, например, капельное орошение. И растут эти цветы не на обычной почве, это ил реки. В нем множество важных компонентов. В цветочном питомнике работают 6 человек, на каждого возложена определенная обязанность. Работать среди цветущих и благоухающих роз – одно удовольствие, признаются они. Отличное настроение. Все забываешь на свете, только радуемся цветам. Полный срез цветов для реализации планируется через несколько месяцев. Благоухающие розы, выращенные в Сухумском районе, поступят в продажу на местные и российские рынки. Асида Малия, Саид Агухава, Абхазское телевидение. В Абхазии находится профессор из Иордании, ректор медицинского университета города Аман Рами Яган, представитель абхазской диаспоры, потомок древнего рода Ман. Это уже не первый его визит на свою историческую родину. Цель нынешнего приезда – содействие укреплению двусторонних связей между странами. Профессора из Иордании принял министр здравоохранения Нзор Гуов. Как отмечалось на встрече, в ближайшее время в Абхазии будет разработана пошаговая программа сотрудничества. Рами Яган рассказал о возможности обучения абхазских студентов в Иордании. Речь, в частности, идет о таких направлениях, как эндоскопическая хирургия. Первый шаг это будет на уровне, как врачи, будем отсылать сюда или в Иорданию там наших врачей, чтобы хирургия там занималась, и особенно там эндоскопическая хирургия. И второй шаг мы готовы делать как конференция, медицинская конференция, чтобы и пригласить сюда наших врачей иорданские, как абхазские, там, то, что живут там, чтобы они познакомились с государством тут, и чтобы они имели связь друг с другом. Там наши местные врачи, там иорданские врачи. Это как второй шаг будет. Ну, тут будем признать их в Абхазии. Визит нашего доктора Ягана сюда, он подразумевает под собой шаги, которые более укрепят наши связи. Тем более получить нашим врачам европейское образование и специализацию – это, конечно, неоценимая помощь, которая только была мечтать. Совместно с ними, то, что предложение поступило о проведении здесь конференции, и выезда туда, посмотреть европейскую медицину, это то, о чем действительно можно было мечтать. На Сухумском центральном рынке теперь можно будет купить живую форель. Впервые в столицу была завезена живая рыба из чернореченского форелевого хозяйства в специальной машине с баком-термосом. 70 килограммов форели было продано меньше, чем за час по цене за 1 килограмм 400 рублей. Кстати, в самом чернореченском хозяйстве килограмм рыбы стоит 350 рублей. С довольными покупателями пообщалась Сария Смыр. С сегодняшнего дня жители столицы и других городов Абхазии могут купить живую форель на рынке. Такая возможность появилась благодаря специальной машине с баком-термосом, позволяющей перевозить живую рыбу, не повреждая ее. Машина, купленная Министерством сельского хозяйства специально для этих целей, сегодня впервые появилась на Сухумском рынке. Как часто вы собираетесь привозить сюда рыбу? Ну, посмотрим, как выйдет реализация. В неделю один раз мы для Сухума будем стараться. Ажиотаж начался практически сразу, как только люди увидели машину, на которой большими буквами написано «Живая рыба». Подходили, интересовались, что за рыба, и сразу покупали по нескольку штук. И даже цена в 400 рублей за килограмм казалась им вполне приемлемой. 4 штуки купила на 550 рублей. Очень приятно, свежую рыбу покупаешь, знаешь, что свежая, все хорошо. Работники не успевали вылавливать форель из бака, ее сразу же раскупали. Еще живую и пытающуюся выскользнуть из пакетов рыбу отдавали довольным покупателям. Прекрасно, прекрасно.
Первый раз, но это приятно. В дальнейшем, если будут продавать, вы будете приходить покупать? Конечно. Почему нет? Хорошо. Молодцы. Всего в машине сегодня было привезено 70 килограмм. Работники форелевого хозяйства признаются, что если и впредь будет такой же спрос на живую рыбу на рынках Абхазии, они будут привозить ее в больших количествах. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Разыскивается Александр Владимирович Турава, 1952 года рождения, который 29 августа в 22 часа вышел из дома в городе Пицунде и не вернулся. Был одет в черные брюки и майку черного цвета. Контактные телефоны 226 41 41 УВД города Сухум, 992 31 53 УВД города Пицунда. В этом году Новоафонскую пещеру посетило рекордное количество туристов за послевоенный период. С 1 января по 1 сентября 298 тысяч человек. Выручка за летний сезон составила более 125 миллионов рублей, сообщает Обснопресс. В сравнении с периодом с 1 июня по 1 сентября прошлого года число посетителей выросло более чем в 1,5 раза. Тогда пещеру посетили 162 тысячи человек, а доход составил 80 миллионов 697 тысяч рублей. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 67 рублей 69 копеек, евро 75 рублей 40 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса, температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.